В эфире Абхазского телевидения еженедельная итоговая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Распространение в Китае и других странах коронавируса и связанные с этим события. Введение веерных отключений электроэнергии на всей территории Абхазии и продолжение регистрации кандидатов в президенты. Очередная рабочая неделя позади, и мы подводим ее итоги. Во всем мире люди бьют тревогу. В Китае появился новый так называемый коронавирус. Около сотни скончавшихся и несколько тысяч заболевших, число которых ежедневно растет. В Абхазии, по словам медиков, опасного вируса, к счастью, нет. Однако все же есть случаи летального исхода больных пневмонией. В Центральной республиканской больнице прошел брифинг ведущих специалистов Минздрава, на котором медики рассказали об эпидемиологической ситуации в стране. Чтобы своевременно и адекватно оказать медицинскую помощь населению, Минздрав Абхазии принял ряд мер, направленных на профилактику и недопущение распространения вируса гриппа на территории республики. Одними из таких мер является обеспечение больниц необходимыми препаратами, а также в срок на 2 месяца введение запрета на посещение стационарных больных родственниками и усиление мер профилактики внутри всех лечебно-профилактических учреждений. По словам медиков, в данное время эпидемиологическая обстановка в нашей стране не является критической. Пик заболеваемости вирусом гриппа и ОРВИ ожидается к середине февраля. В то же время в стране остро стоит проблема с лабораторной диагностикой, что вызывает сложности в определении видов ОРВИ и гриппа. По данным на 30 января, в лечебные учреждения Абхазии, преимущественно по городу Сухум, обратились более 180 человек с симптомами ОРВИ. 13 из них госпитализированы. Мы ежедневно осматриваем около 50 пациентов с гипертермией. Из них мы отсеиваем пациентов с осложнениями, это с пневмониями, с бронхитами и стационируем их. На данный момент мы абсолютно обеспечены противовирусными препаратами Тамифлю, Ингаверин и обеспечена антибактериальной терапией тиинам, левофлоксацин, пока не привезли, но обещали. Но с тиинам основной препарат у нас существует. И группа цефалоспоринов, цефбактам и цефтазидим. Мы всегда настораживаем. В принципе, во всем мире погибают пациенты от этой пневмонии, но так как наш народ маленький, каждая смерть – это трагедия не только для этой семьи, но и для нашей страны. Поэтому мы пытаемся минимизировать, насколько это возможно. Но нам было бы легче, если была бы четкая лабораторная диагностика, что мы знаем, у этого грипп группы А, у этого грипп группы Б или аденовирусная инфекция, чтобы мы правильно, адекватно лечили. Профилактику сезонного распространения ОРВИ и ситуацию с заболеваемостью гриппом обсудили в правительстве Абхазии. Исполняющий обязанности президента премьер-министр Валерий Бганба на встрече с руководителями профильных ведомств отметил, что главная задача – выработать межведомственный план действий, нацеленный на минимизацию очагов заболевания вирусными инфекциями, уже известными в Абхазии, а также предупреждение проникновения в страну зарегистрированного в Китае коронавируса. С целью предотвращения въезда нездорового человека на территорию Абхазии по поручению главы правительства на КПП ПСО, а также на границе по реке Ингур, Минздрав страны установил тепловизоры и мобильные поликлиники. Помимо этого, МИДом введен временный ограничительный режим выдачи туристических виз гражданам зарубежных стран. Государственная миграционная служба совместно с пограничным подразделением СГБ обеспечит временное ограничение въезда трудовых иммигрантов. В России сформирован новый состав правительства, а Министерство по делам Северного Кавказа, курировавшее работу по социально-экономическому сотрудничеству с Абхазией, упразднено. Теперь работа по межгосударственному взаимодействию возложена на Министерство по экономическому развитию России. По словам министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба, данные изменения не повлияют на реализацию инвестпрограммы 2020-2022. Однако сроки работы межправкомиссий могут сдвинуться из-за внутриполитической обстановки в стране. Со стороны России ранее межправкомиссию возглавлял Виталий Мутко, занимавший должность заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития. Сейчас курировать вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией будет назначенный на эту должность Марат Хуснулин. По словам Адгура Ардзинба, как только будут утверждены персоналии в МПК со стороны Российской Федерации и их функции в межгосударственном сотрудничестве, работа продолжится в том же темпе. Очень большой объем работ заложен в программу 2022, поэтому мы работу свою не останавливаем. Единственное, конечно, у нас может возникнуть некоторая задержка, связанная с проведением вот этого первого в 2020 году заседания межправкомиссии, а это очень важно, потому что на этом заседании будут определены конкретные параметры уже каждого мероприятия. Сейчас
те мероприятия, которые мы утвердили на прошлогоднем последнем заседании, они все суммы укрупненные. То есть сейчас, когда произойдет осмечивание этих объектов, проведется экспертиза, согласование сметной стоимости, там уже будут конкретные цифры до копейки. И будет перечень обновлен, и тогда уже откроется финансирование. Поэтому может быть задержка. Но я думаю, что это тоже, с этим тоже мы справимся. У нас уже наработки есть. Я думаю, проблем серьезных не будет. С понедельника 27 января на всей территории Абхазии были введены веерные отключения электроэнергии. Все это время правительство Абхазии вело переговоры с правительством России, и к концу недели появилась информация о том, что этот вопрос решен. А уже в субботу с 2 часов ночи, как сообщается на странице Черноморэнерго в Фейсбуке, переток электроэнергии из Российской Федерации в Республику Абхазия был осуществлен. Ограничения на подачу электроэнергии полностью сняты по всей территории страны. Как отметил вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзанба, для преодоления острой фазы энергокризиса необходимо было за короткий срок найти взаимопонимание с новым руководством правительства России. Есть уже наработанные связи, которые позволили дистанционно, оперативно снять все организационные и иные вопросы, подчеркнул Адгур Ардзанба. Переток будет оплачиваться из средств инвестпрограммы, и примерная цена за киловатт-час составит 2,5 рубля. Дефицит энергии составляет порядка 200 миллионов киловатт-часов. Переток будет осуществляться до тех пор, пока Ингургэс не перейдет на нормальный режим работы. Квота допустимого улова хамсы в осенне-зимнюю путину 2019-2020 годов увеличена с 35 до 75 тысяч тонн. Такое решение приняли члены правительства на состоявшемся в пятницу 31 января заседании Кабинета министров. На данный момент уже выловлено 33 700 тонн, и более 32 миллионов рублей налоговых платежей должны поступить в бюджет. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба обратил внимание на необходимость проведения рейдов с участием журналистов с целью предоставления населению достоверной информации по поводу вылова хамсы у берегов Абхазии. Почему-то говорим, вот у нас все хорошо, мы бюджет, хорошие деньги получаем, но это мы говорим в своем кругу. Пусть люди поедут, посмотрят. Пусть повезите их, покажите наши заводы, какой выпуск идет там рыбной муки, жира и так далее, и так далее. Почему мы скрываем цифры? Наоборот, давайте все цифры мы не можем скрывать. Ну, я же говорю, вообще сам процесс не надо скрывать, надо полностью показывать. Уверяю вас, никаких проблем у нас не будет. Мы, наоборот, будут у нас нашими помощниками только. На заседании Кабинета министров члены правительства утвердили перечень профессий и квалификаций, представляющих особый государственный интерес для Республики Абхазия. Речь идет об иностранных гражданах, прибывающих в страну для осуществления трудовой деятельности. Согласно закону о правовом положении иностранных граждан Республики Абхазия, предусмотрена возможность выдачи разрешения на временное проживание на срок до 4 лет, но при условии, что иностранный гражданин обладает профессией или квалификацией, представляющей особый государственный интерес. В перечень вошли 22 профессии в сфере образования, здравоохранения, транспорта и техники. Решением правительства остатки средств республиканского бюджета на 1 января 2020 года направлены на покрытие дефицита республиканского бюджета и временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения республиканского бюджета в текущем году, за исключением целевых остатков средств. Члены правительства также утвердили перечень объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2020 году за счет средств республиканского бюджета на сумму 200 миллионов рублей. А из резервного фонда правительством будет выделено 5 миллионов рублей на компенсацию имущественного ущерба в результате событий, имевших место с 9 по 11 января текущего года. Средства будут потрачены на реставрацию и замену дверей, оконных проемов в комплексе правительственных зданий, покупку мебели, стройматериалов и компьютеров. В субботу, 1 февраля, Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению в качестве кандидата в президенты Кана Кварчия, который на данный момент исполняет обязанности главы администрации города Сухум. Ранее в ЦИК была зарегистрирована политическая партия Акзара, которая выдвинула в качестве кандидата своего руководителя Леонида Дзяпшба, и инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты лидера блока оппозиционных сил, депутата парламента Аслана Бжания. Регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты Республики Абхазия началась 22 января и продлится до 11 февраля. Выборы президента пройдут 22 марта.
В нашей стране непростая общественно-политическая ситуация. Республика готовится к новым выборам и переменам. Внимание общественности в это непростое время приковано к парламенту. От народных избранников ждут принятия многих важных законов. У нас в гостях депутат Народного собрания, председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. Наталья Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. В стране непростая общественно-политическая ситуация. И уже как бы закономерно, что когда страна у нас сталкивается с такими событиями, все внимание общественности находится как бы в парламенте. Как лично вы оцениваете работу парламента во время последних событий? Конечно, большая ответственность возложена на парламент. И, на мой взгляд, я бы хотела, чтобы в данном конкретном случае, при вот сложившейся обстановке, мы были более консолидированы. Я бы хотела, чтобы мои коллеги, я в том числе, мы бы больше, понимаете, приходили бы не к критике, вот знаете, не стараться осудить, а наоборот, сделать так, чтобы мы были вот в единстве, да, вот в каком-то выступили бы единым фронтом в смысле осуждения каких-то ситуаций или там поощрения. Это не имеет сейчас в данном конкретном случае, осуждал бы парламент или поощрял бы парламент той политической обстановки, которая происходила у нас в государстве. Но мы должны были быть единым лицом, единым во всем. Вот в моем понимании работа парламента должна была бы заключаться в этом. И я бы, честно говоря, я отсутствовала на последней сессии, меня не было, я была в командировке, и я видела, какие бурные обсуждения происходили по вопросу возможности обращения к народу. Да? Я, правда, даже не знаю этого документа, но, понимаете, все очень достаточно происходит бурно. Я еще раз призываю и коллег своих, и всех нас прийти к единству, к консолидации. Одной из причин политического кризиса и последних событий некоторые ваши коллеги называют поспешное принятие республиканского бюджета. Мы помним, как обсуждался проект закона, как он принимался. Вы возглавляете профильный комитет, который непосредственно имеет отношение, да, к выработке рекомендаций по поводу главного финансового документа страны и к содержанию документа. На ваш взгляд, насколько обоснованы претензии депутатов к бюджету 2020 года? Вы знаете, я сейчас, наверное, навлеку на себя праведный гнев своих коллег. Я хочу сказать о следующем. Понимаете, я абсолютно не считаю, что принятие бюджета на 2020 год является катаклизмом, одной из причин того, что случилось у нас в государстве. Абсолютно нет. Мы работали. Вообще бюджет поступил 1 ноября 2019 года. У нас было ровно 2 месяца возможности работы над проектом бюджета. Более того, я могу с полной уверенностью и ответственностью заявить, как председатель этого комитета профильного, мы проводили практически в неделю 3 раза, это минимум, когда заседал комитет. Мы обсуждали все вопросы. И я даже каждый понедельник у нас заседание парламентское, где собираются депутаты, и мы обсуждаем вопросы на неделю, перспектив, обсуждение вопросов на неделю. И мы как раз-таки, я попросила всех коллег, обращалась к каждому, и прося их по возможности, если есть какие-то замечания, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, в письменной форме, либо в устной, предупредите заранее, чтобы комитет мог эти вопросы обсудить. Ни от одного депутата, даже от членов комитета, ни одного вопроса не поступило. Более того, я вообще не согласна с комментариями одного из своих коллег, который увязывал, понимаете, на своем брифинге он сказал такую вещь. Вы представляете, что мы на сельское хозяйство выделили 15 миллионов, а на миграционную службу у нас порядка 30 миллионов. Прошу прощения, я хотела бы обратиться к своему коллеге и сказать, он сравнивает несравнимые вещи. Он, как член комитета, должен знать, что миграционная служба является администратором дохода. То есть практически миграционная служба у нас не дотационная. Более того,
А сельское хозяйство, конечно, да, оно дотационное. И если бы он присутствовал на заседаниях комитета в части вопроса по сельскому хозяйству, он должен был бы знать, что вопрос сельского хозяйства, хочу я вот просто даже, имея возможность обратиться к нашему народу и сказать, что мы на заседании в 2019 году еще приняли решение, где мы пригласили представителей из Министерства сельского хозяйства и приняли решение о том, что мы будем пересматривать бюджет 2020 года по сельскому хозяйству и также пересмотрим структуру сельского хозяйства. Вы помните, что была проведена реформа в Госкомитет. И мы договорились, если бы вот мой коллега поприсутствовал бы на комитете, он бы знал о том, что на сегодняшний день, и уже в 2020 году, вот сейчас буквально на этой неделе мы провели комитетское заседание, где говорилось о том, что мы поменяем структуру, то есть мы вернемся к Министерству сельского хозяйства. Более того, мы пересмотрим бюджет Министерства сельского хозяйства. И это все, так сказать, предпосылки вот этого изменения мы и обсуждали еще в 2019 году. У нас развитие туризма, и мы аграрное государство. Да? То есть мы это все прекрасно понимали. Вот я бы хотела просто, знаете, призвать, я вот достаточно часто, выступая на сессиях, призываю к ответственности, то есть к мере ответственности всех нас, депутатов. Да? Вот ваш вопрос первым был то, как себя ощущают депутаты. Вот я всегда говорю о том, что у нас должна быть мера нашей ответственности. И я хочу сказать о следующем. Если бы мы, понимаете, озадачивались, депутаты, в основном прямыми своими функциональными обязанностями, а именно написанием законов, возможностью упростить жизнь. Тут же, вот, я буду сейчас говорить о своей работе, о профильном своем комитете, да, о том, что у нас куча вопросов в налоговой системе, да, реформирование налоговой системы. Вопрос НДС до сих пор не решен. Да. Вот я ежедневно получаю какие-то... Да, предпринимательское сообщество очень активно обсуждает, особенно в соцсетях, вопрос об НДС. Так вот, я хочу опять же, вот, имея возможность сегодня сказать, что во вторник состоится расширенное заседание комитета по вопросу обсуждения НДС. И, честно говоря, я хотела бы как бы и вот бизнес-сообщество, и предприниматели подключиться к этому вопросу. На этом расширенном заседании мы хотим уже как бы поставить точку, уже взять основную одну концепцию. Да? Вообще, возможно ли это? Мы часто тоже присутствуем на заседаниях комитета, посвященных именно обсуждению этого вопроса. Исполнительная власть, как бы, она настаивает на том, что этот закон, как бы, он уже в том варианте, в котором он есть, он должен работать дальше, и это как бы самое лучшее на сегодняшний день для нашей и налоговой системы, и бюджета, и страны. Бизнес-сообщество не согласно с этим. Я поддерживаю бизнес-сообщество. Крупные бизнесмены тоже не согласны. Вот там предложены поправки, да, 3, 7, 10%, там есть как бы такой... Ну, тяжелый, дифференцированный подход. Да. Но вот крупные бизнесмены, они тоже не согласны Вы знаете, с такой формой. Да, именно. И как найти вот здесь компромисс? Вы знаете, вот я еще раз говорю, достаточно долго мы обсуждаем вопрос об НДС, и с точки зрения исполнительной власти, конечно, они бы не хотели реформировать этот вид налога по одной простой причине. Мы четко, если возьмем вот сейчас доходную часть нашего бюджета, мы увидим в части ввозного НДС достаточно заложена большая сумма. Да? Это порядка до 900, до миллиарда рублей. И другие виды налогов, значит, получается порядка там 1 300 000 с чем-то. Это же большие деньги, понимаете, исполнительная власть их уже расписала, по факту бюджет расписан. Поэтому, конечно, реформировать мы, во-первых, когда будет изменен сам налог, вид этого налога, либо ставка будет такая дифференцированная, она для расчета тяжела. Конечно, пока мы настроимся, пока мы перестроимся, будут определенные потери. Поэтому исполнительной власти это, конечно, невыгодно. Но с точки зрения снятия финансового бремени, конечно, от этого налога, от этого закона, прошу прощения, страдает, в принципе, все бизнес-сообщество и все предприниматели. Он на выходе оказался, понимаете как,
ну, он ухудшил финансовое бремя налогоплательщика. А как результат мы должны стремиться к тому, чтобы, наоборот, поощрять бизнес. Понимаете, мы должны развивать наше бизнес-сообщество. Мы должны развивать. Чем больше будут обороты, тем, естественно, поступления в казну будут на порядок выше. Но я хочу сказать, что вот во вторник будет заседание, но помимо этого я хотела бы еще отметить одну очень важную как бы, ну, вещи или там, чтобы понимали, у нас вот, если вот внимательно следить за тем, что делает парламент, вы, наверное, помните, мы упрощенную систему налогов в первом чтении также приняли. То есть мы приняли 2 закона об изменении ставок НДС, да, это в первом чтении внесение изменений, и проект нового закона об упрощенной системе налогообложения. Я хочу сказать, что если мы введем этот закон, ну, это, так сказать, налог с оборота. Единый налог, да, налог с оборота, да, это очень такая простая форма и для расчета, и возможности платить, то здесь будет уже вопрос НДС отпадет сам по себе. То есть и эту форму надо вводить. Вот эти все вопросы, я не говорю, что, откровенно говоря, невозможно сказать, что это будет на ближайшей сессии, но вот в течение февраля месяца мы уже как бы решим все эти вопросы. И, наверное, уже по итогам, ну, в течение квартала какие-то решения будут приняты, уже достаточно четко обоснованные. И я вот обратилась к своим коллегам, чтобы поприсутствовали, потому что я еще раз хотела бы сказать, понимаете, на сессии перед камерами ругать и говорить, всегда критиковать легче. Я бы хотела бы призвать их просто посидеть и поработать, потому что работа проведена большая. И мы от того, что мы не можем найти консенсуса, опять же, о чем я говорила в начале, мы как результат не можем принять необходимые поправки к закону и необходимые законы новые. Возвращаясь к государственному бюджету, вот еще один вопрос хотелось вам задать. Учитывая, что у нас из года в год социально ориентированный бюджет, Естественно. большая часть, львиная часть средств уходит на выплату заработной платы. Часть средств это уже стабильно на протяжении многих последних лет инвестпрограмма. И часть собственных доходов там она, ну, мизерная, если можно так сказать. Ну, не мизерная, она 1/3 да, где-то по часть. сравнению да. с остальными Да. доходами. Насколько возможно удовлетворить как бы претензии и депутатов, и общества в том плане, чтобы вот бюджет был таким, каким его хотят видеть? Возможно ли это вообще? Вот знаете как, вот я просто, когда мы иногда ругаем бюджет, и когда мы говорим, что это бюджет выживания, вот я просто хочу сказать, ну, цифры говорят сами за себя. Давайте, вот просто констатация факта. Бюджет наш государственный, вот параметры государственного бюджета 10 миллиардов 334 миллиона. 10 миллиардов. Это вообще... хотя для нашего государства это же ни о чем. В основном это основные затраты, это 1/3, опять же, это заработные платы. Правильно? Ну, вот как можно развивать экономику за такие деньги? Я просто хочу спросить. Если вот взять мировую практику, то мы же видим, что проекты, просто проекты по какому-либо, ну, я не знаю, строительству чего-то, каких-то, это порядка сотни миллионов долларов. А у нас только бюджет 10 миллиардов. Но мы не можем, понимаете, если говорить, во-первых, с учетом налоговые поступления наши, вот именно те налоговые поступления, которые формируются, ну, собственные наши доходы, это порядка 3 миллиардов. Друзья, это значит то, что мы платим. Все остальное, вот я просто вам зачитаю, нам сколько дают, вот просто, вот, чтобы понимать. Значит, вот финансовая помощь России – это 3 миллиарда 246, инвестпрограмма – 1,5 миллиарда. Значит, собственные доходы, параметры республиканского бюджета – это 8 миллиардов. Вот просто 3,200 плюс это 4,700 дает нам Россия. Ну, и да. 3 с чем-то остаются, это наши почти собственные доходы. Да. То есть половина денежных средств нам приходит из России. То есть мы, вы же понимаете, мы не зарабатываем деньги. И вот сейчас, вот мы с вами говорили о том, что вот сейчас проблема с электричеством. Все. Из инвестпрограммы будет отключена энная сумма на оплату перетока электроэнергии. Друзья, значит,
государства недопоступит большая сумма денег. Значит, это в автоматическом режиме затормозить, вернее, оно будет тормозить нас в нашей как бы, и жизни, повседневной жизни. Более того, это отсутствие денежных средств. Это отсутствие ликвидности, то, с чем мы сталкиваемся на протяжении... Вот я 2,5 года в парламенте, и мы всегда сталкиваемся с отсутствием денежной наличности. Ведь мы должны изыскивать дополнительные доходы, понимаете? Мы должны создавать... как-то один из моих друзей сказал, экономику не надо развивать, ей надо не мешать развиваться. Ну, понимаете, мы... Привлекать инвесторов, конечно, да. строить, понимаете, но вот для того, чтобы привлечь инвестора, мы должны обезопасить инвесторов в первую очередь. У нас есть к этому, у нас есть возможность. Все, что происходит на протяжении последних 2-3 месяцев, говорит о том, что с безопасностью у нас не все хорошо, то есть у нас большие проблемы. Мы о чем говорим? Если не пойдут приток денег, вот просто с точки зрения, я думаю, я сейчас как бы переключилась с одного на второе, вот мы должны понимать, и экономисты со мной согласятся, у нас население, ну скажем, 200 тысяч человек. Для того, чтобы создавать продукт, население как минимум должно быть минимум 500 тысяч. То есть вы создаете и вы его продаете. То есть это оборот денежных средств в природе, простите меня. То есть, да, это все взаимосвязано. А что происходит у нас? У нас, скажем, 200 тысяч населения. Некий продукт на начальном этапе создался, тут же идет у нас достаточно тяжелое финансовое бремя, налоговое бремя, прошу прощения. Ну, тяжелое, не тяжелое, поэтому происходит уклонение от налога. Но все это же, знаете как, звенья одной цепи. Не получается. Я хочу сказать, давайте скажем честно, вот летний период, я хочу сказать, гостиницы все реально отображают количество туристов, посещающих или побывавших в той или иной гостинице? Нет, конечно. Ну, тогда о чем мы можем говорить? Я никого не ругаю. Я просто хочу сказать, что у нас достаточно тяжелое финансовое положение. И для того, чтобы жить на порядок лучше, надо, я не знаю... Начать с соблюдения закона. Закона, конечно. Я говорю, даже, вот я просто скажу, обращусь и к нам, депутатам. Давайте хотя бы мы начнем свои, я еще раз повторюсь, выполнять свои прямые функциональные обязанности. Сейчас вот парламент прибывает... Да, сейчас ждут принятия ключевых законов, один из которых это... закон о декларировании доходов и расходов госчиновников и депутатов. Причем многие инициативные группы уже создаются, да, вот за принятие 20 статьи. Это очень набирает как бы обороты. И прямо одной из причин вот называют именно этот закон. То есть пока мы не примем этот закон, у нас не будет в стране порядка и не будет вот этого, да, отслеживания, расходования денежных средств. Знаете, как говорят юристы, на высшем уровне. Да, как говорят юристы, ваше мнение? Как говорят юристы, не вижу вообще никакой причинно-следственной связи. Абсолютно. Принятие данного закона, я сейчас буду говорить только свое собственное мнение, мое личное видение, абсолютно не решит проблему, и у нас, поверьте, не будет всплеска экономического роста. Я это никак не увязываю, и я в этом не вижу никакой прямой связи. Более того, есть мировая практика, есть мировой опыт по декларированию как доходов, так и расходов. Меня вообще, честно говоря, как-то вот в соцсетях я где-то прочла, что я предложила, да, на сессии, я предложила принять этот закон в 4 чтениях. Почему? Объясню. Чтобы не зарубить его вообще. Потому что на тот момент, если бы мы поставили его на голосование, депутаты за него не проголосовали. Он абсолютно сырой был тогда. Я сказала именно эту фразу. Он был сырой. А вот сейчас, даже вот есть уже вносятся некоторые поправки, вы понимаете, этот закон как бы он не адаптирован к нашей жизни. Вот я, честно говоря, достаточно четко ознакомилась с этим законом и с учетом того, что есть некая мировая практика, вот провела некие параллели. У нас есть закон, вообще я поражаюсь, когда мы пишем законы о противодействии коррупции. Вот я бы на данный момент более как бы
уплотнила бы или укрепила бы закон, вот, то есть внесла бы туда поправки о противодействии коррупции. Был принят 18 ноября 2015 года, а вступил в силу в 2016 году. Мы даже не прочитали и не ознакомились с тем, что у нас есть на сегодняшний день, какая нормативно-правовая база у нас существует на сегодняшний день по противодействию и коррупции. То есть, и какая работа ведется, да. Никто даже этим не озадачился. Вот нет, надо 20-ю статью Конвенции легализовать. Вы понимаете, Европа ее легализовала, Америка там. Но это же уровень демократии и уровень защищенности людей с точки зрения закона на порядок выше. Мы же начнем, согласно этого закона, который сегодня готовы, мы будем опять обсуждать, это будет охота на ведьм, понимаете? Вот честно я вам скажу, вы мне не симпатичны. Я буду вам задавать вопросы. Меня вообще, честно говоря, поразил вот такой момент. Я просто зачитаю. Вообще, вот кадровые службы отдела публичного органа. Я хочу спросить, что такое кадровые службы, отделы? То есть, если я опять же ознакомилась сейчас с российской практикой, а Россия ведь не ратифицировала 20-ю статью Конвенции, потому что оно вступало в некие противоречия с другими законодательно-правовыми актами. У нас вот этот закон абсолютно также будет вступать в противоречие с другими нормативно-правовыми актами. Тогда я не говорю, что его надо зарубить. Его надо просто прописать, знаете как, не с точки зрения того, что публичный человек или госслужащий должен, он обязан декларировать. И я правда считаю, мы обязаны декларировать. Если я иду в политику, я должна отчитаться перед своим народом. Это даже не обсуждается. Но то, как дальше это будет действовать, меня не устраивает. Я скажу почему, объясню. То есть, если вот здесь в законе пишется, если вдруг вы решили купить какую-то машину, которая превышает сумму дохода за 3 года, то вы тут же должны побежать и отчитаться перед кадровой службой отдела публичного органа. Сейчас здесь внесены какие-то изменения. В первоначальном виде это были родственники. Послушайте, при чем тут мои родные, брат или сестра? Почему они должны, только потому что я в политике? Моя семья – это я, мои дети, мой муж. Я не могу отвечать за брата или сестру, понимаете? То есть, я, честно говоря, уже этого нет, чтобы вы понимали. В этом проекте его нет. Но я хочу сказать, что, честно говоря, мы много говорим о законе о госслужбе. Его тоже необходимо. Правда, дать четкое определение. Кто кем является? Кто является госслужащим, кто не является? А я хочу спросить, значит, здесь пишется о том, что должны отчитываться, публичные люди, то бишь депутаты, министры, все. А у нас коррупция только в верхних эшелонах власти. Вот уход от налогообложения. Это что? Это тоже вид коррупции. Вид, правильно. То есть, значит, давайте еще один момент. Вы посмотрите российскую аналогию. Да, вот я прочитала, ознакомилась по противодействию коррупции, где чиновникам вообще запрещено иметь счета за границей, иметь участвовать где-то в бизнесе за границей. То есть там четко все прописано. Во-первых, дано определение, кто такой госслужащий, где и как они проверяются, и кем они будут проверяться. У нас этого не прописано. То есть у меня, допустим, я как чиновник могу не иметь бизнес, но кто-то будет иметь и будет выводить деньги за границу. А здесь нужен другой закон, который будет регулировать вывод денежных средств за границу. Это закон о валютном контроле, валютном регулировании, который мы не приняли. Вернее, в первом чтении он принят, и он там пылится у нас в парламенте. Потому что принять мы его не можем, депутаты, не все соглашаются. То есть он непроходной, понимаете, закон? Это первое. Второе. По легализации отмывания преступных нажитых доходов у нас должен работать финмониторинг. Работает финмониторинг? Нет. Друзья, я просто хочу сказать, и мы примем этот закон. Вот вам показалось, Наталья Смыр купит завтра машину, да? И вы тут же некий этот орган прибежит и скажет: отчитайся. И все, и начнется охота на меня, понимаете? И для того, чтобы, я извиняюсь, меня скомпрометировать, этот закон, он будет работать достаточно субъективно, понимаете? А закон должен работать объективно и для всех.
Воровать не должен никто. И не потому, что я в парламенте, а кто-то в администрации или кто-то в РУПе директором работает. Вы, наверное, помните, когда я выступала на сессии парламента и говорила о том, что происходит в Абхазстопе. 260 миллионов государство на ровном месте недополучило. Это что? Но это РУП. Он чиновник другого звена. Он менеджер. Значит, вы понимаете, это неправильные вещи. Этот закон, он для меня и на мой взгляд, может быть, я говорю достаточно непопулярные вещи в народе, но для меня он абсолютно субъективен. И я, честно говоря, поэтому для того, чтобы его не зарубить вообще, я считаю, что над ним надо работать. В последнее время также очень много инициативных групп обращаются в парламент, не только по поводу принятия 20-й статьи Конвенции ООН, но и с инициативными такими письмами, в которых почти в ультимативной форме требуют принятия определенных законов и изменений в некоторые законы. Вот, к примеру, недавно жители села Пакуаш в письме на имя парламентариев потребовали изменить закон о статусе депутатов. Вот, в частности, сейчас хочу процитировать, они просят включить в законодательство императивный мандат, позволяющий отзывать депутатов. Да, они также призывают запретить выдвижение кандидатов в президенты из числа действующих депутатов, запретить выдвижение в депутаты кандидатов абхазской национальности, не владеющих абхазским языком, а сессии прям тоже в ультимативной форме проводить только на абхазском языке. Вот как вы относитесь вообще к сути заявления и к тому, в какой форме подаются такие заявления? Вы знаете, по сути, конечно, я поддерживаю этот момент самого императивного права, потому что оно тоже в некотором смысле, оно нас подстегнет, депутатов, работать более на порядок качественнее. И это правильно. Потому что я всегда буду, как говорится, оглядываться назад и думать о том, что вот мои избиратели меня могут отозвать. Если что. И это, между прочим, достаточно, я считаю, очень верно и аргументированно, и это необходимо. Это нас будет подстегивать. Это первое. Второе. По вопросу абхазского языка могу сказать точно, что с точки зрения, я как являюсь представителем профильного комитета, очень сложно некоторые вещи говорить на абхазском. Наверное, может быть и надо, но сложно. Это в плане абхазского языка. По вопросу того, что статус. Я хочу сказать, что статус необходим депутату по одной простой причине. Иногда, можно говорить, хороший депутат, плохой депутат, не имеет значения. Иногда для получения какой-то информации, возможности решения какого-то вопроса, мы иногда пользуемся своим статусом. Только при наличии этого статуса нам дает возможность ознакомиться с рядом документов, которые бы никогда к нам не попали, мы никогда бы не смогли бы их увидеть. И то есть с точки зрения оценки ситуации мы не могли бы, депутат, не имея такого статуса, не имея этой возможности, не смог бы объективно оценить ситуацию. В плане получения каких-то преференций, материальных преференций, вот для меня, на мой взгляд, это единственная преференция перспективы. Буду я получать, наверное, пенсию, не 500 рублей, да, а 10 или 12 тысяч, я не знаю. Вот единственная, наверное, преференция в перспективе, это на перспективу. А преференции, которые сегодня я имею, правда, могу сказать, я просто хочу, чтобы люди знали, у меня оклад, согласно законам, должностном соответствии составляет, как председателя комитета, 12 тысяч, и у меня еще на депутатская доплата 7 тысяч. То есть она идет давно, и плюс ко всему я получаю 300 литров бензина. Да, у меня есть служебный автомобиль, который выделил мне парламент, скажу честно, мне как единственной женщине купили новый автомобиль. Вот единственные мои социальные блага, которые я на сегодняшний день имею. Но хочу сказать, что жители Пакуаш сделали правильный посыл. Вот это звонок всем нам, депутатам. И я хотела бы, чтобы это было не только звонком, а небольшим набатом. Понимаете, мы должны быть ответственны, я еще раз повторюсь, перед своим народом, а особенно перед людьми, которые нас выбрали. Наталья Викторовна, спасибо вам большое за такое содержательное и интересное интервью. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.
Хорошая новость для молодых людей, желающих сделать шаг навстречу успешному будущему. 29 января в Москве в мультимедийном информационном центре «Известия» состоялась пресс-конференция, посвященная конкурсу молодых лидеров «Гордость Абхазии», который стартует весной этого года. Проект нацелен на выявление и поддержку молодых талантливых управленцев. Победители конкурса получат возможность прохождения образовательных стажировок в Москве и поддержку по трудоустройству в Абхазии. Подробности в репортаже Эсмы Голландзе. Масштабный общенациональный конкурс молодых лидеров пройдет на базе социальной платформы «Будущее Абхазии», которую возглавляет действительный государственный советник России Инал Ардзинба. Я получаю достаточно большое количество обращений от наших людей, от нашей молодежи из Абхазии. Это люди, которые хотят развития, люди, которые хотят работать, люди, которые хотят принести пользу нашей республике. И в этом смысле у нас ровно поэтому родилась идея создания социального лифта для нашей молодежи в виде конкурса. Предстоят выборы, и конкурс будет после того, как уже все будет сформировано, а на текущем этапе мы будем интеллектуально прорабатывать этот конкурс и будем работать в режиме встреч с молодежью в Абхазии. Участниками проекта смогут стать выпускники вузов до 35 лет, проживающие как в Абхазии, так и за ее пределами. Проходить конкурс будет в 3 этапа. Первый этап конкурса – это подача резюме и видеоэссе на тему «Как я вижу Абхазию в 2030 году». В видео претенденты описывают цели, механизмы их достижения для процветания Абхазии в экономике, в социальной сфере, успехов во внешней политике. Видеоэссе не более 3 минут. Претенденты отсылают свои резюме и видео по адресу электронной почты конкурса. Конкурсная комиссия оценивает каждое видео и резюме от 1 до 10 баллов. По результатам формируется первый рейтинг конкурсантов. Целевой показатель по заявкам около 200 человек. Второй этап конкурса будет проходить с июня по июль. В ходе него отсеется еще половина участников. 50 победителей первого этапа проходят единый управленческий тест в Сухуми в Абхазском государственном университете. Также конкурсанты проходят собеседование с конкурсной комиссией. Тесты собеседования оцениваются от 1 до 10 баллов. Формируется второй рейтинг конкурсантов. В финал проходит 25 человек. Конкурсанты смогут наиболее активно и творчески себя проявить в финале, который также пройдет в Абхазском государственном университете. Здесь пройдут командные игры, а самым последним заданием станет презентация проектов финалистов перед конкурсной комиссией. В итоге будут отобраны 5 победителей. После выступления на официальном сайте конкурса будет проходить онлайн-трансляция, поэтому все желающие смогут выбрать своего лидера, проголосовать за наиболее понравившуюся кандидатуру. Это голосование продлится в течение недели. Потом будет сформирован итоговый рейтинг. Соответственно, на 3-м этапе определятся последние 5 победителей, финалистов. Эти 5 победителей будут приглашены на прием к президенту Абхазии. Глава государства вручит победителям специальную медаль «Гордость Абхазии», грамоту и денежные призы. А самое важное то, что победители конкурса получат возможность прохождения образовательных стажировок в Москве и поддержку по трудоустройству в Абхазии. Эсма Голландзе, Абхазское телевидение. Сборная Абхазии в 2020 году не примет участие в чемпионате мира по футболу под эгидой КАНИФА, который пройдет в столице Северной Македонии с 30 мая по 7 июня. Дело в том, что по правилам проведения чемпионата по версии КАНИФА участвующие в нем команды должны в течение года провести несколько товарищеских игр, тем самым заработав квалификационные очки в рейтинговой таблице. Сборная Абхазии не смогла провести ни одного матча. Также у нашей команды еще с прошлого года отсутствует игровая практика в собственном республиканском чемпионате, который в свою очередь был приостановлен в связи с отсутствием финансирования. Все это и стало основными причинами неучастия абхазской сборной в международном спортивном мероприятии. Конечно же, тот факт, что абхазская сборная не участвует в чемпионате мира по футболу под эгидой КАНИФА, огорчает. Остается надеяться, что в следующем году будут изысканы средства, проведен внутренний чемпионат, и у национальной сборной появится шанс вновь порадовать своих болельщиков. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем в следующей программе. Всего доброго.